Всем привет! Что скажешь, братуха, вот насчет работы? Что посоветуешь молодым, вот, которые приезжают на работу вот с Таджикистана, с Узбекистана, например, приезжают? У тебя опыт уже сколько там, 18 лет, что вот. Что посоветую? Посоветую, если есть возможность, идите куда-то на другую работу. Если нет возможности, надо деньги, да, приезжайте, зарабатывайте, ребята. Но работа нелегкая. Семьи не видите. 20 лет, 18 там, лет назад, да, когда я шел сюда, ну, дальнобойщиком сдавал, что мне сказали, есть там работа другая, я никогда сюда не пошел. Хотя я благодарен этой работе, потому что я много чего вижу, много чего увидел. Люди большие деньги платят, чтобы приехать отдохнуть сюда, да, я вот это получаю за эту зарплату, и то приезжаю сюда, правильно, и вижу вот эту природу, все вот это. Для этого есть возможность на выходных пойти погулять куда-то, на какое-то море сходить, там, на океан, где-то в горах походить, там, в Альпах. Это Литва, Польша, Чехия, Германия, Бельгия, Голландия, Люксембург, Швейцария, Австрия, Испания, Барселона тоже были, да. Ну, это же Барселона, Испания. Вот смотри, поезд, смотри, когда вот да, гору, да, поднимается? Да, в гору, да. Красивая вода, смотри, как природа отдыхает здесь возле воды. А здесь намного, короче, лучше, чем Россия приехать на заработок. Это мое личное мнение, что на миллион раз лучше. Есть возможность, я вам всем скажу, приезжайте, учитесь, работайте, зарабатывайте. Даже не суть в том, что зарабатывать это, а суть в том, что приезжайте, смотрите на всю эту самую. Может, кто-то здесь и останется. Может, кто-то бизнес какой-то, да? Лет уже было столько возможностей такой, чтобы остаться. Ну, не знаю, почему-то не хочу. Семья моя не особо хочет оставаться здесь. Как бы меня устраивает то, что у меня дома есть. Ну и много раз я уже увольнялся за этой работы и все равно вот увольняюсь. Побыл месяц дома, ни хрена уезжаю, нифига не пройдет, не увольняюсь уже. Да, может кто-то приедет, да, у кого-то там бизнес получится какой-то сделать. Бизнес можно сделать. Есть варианты, конечно, вот многие ребята, я знаю, делают, там, вот, особенно вот это ваши Таджикистан, это самое, знаю, делают свои там, так, у нас 80, делают свои там, эти отрывают какие-то там булочные эти лепешки делают, шаурму там разные. Ну, да. каждый, в кого как голова варит, понимаешь? Да. Кто-то может только руля крутить, кто-то может этот хлеб печь, да, кто-то может еще что-то делать. Ну вот сейчас пацаны, короче, ребята с Таджикистана в Вильнюсе кафе открывают национальный наш. Ну вот видишь, они придумали. Я знаю, как-то вот полгода назад ваших двоих тоже, ну я не знаю, там Таджикистан или Узбекистан, они в гостинице встретился. Они там, ну, типа говорят, вот хотим, да, но как-то тяжело, они только учились водителю. Ну, что-то может другое. Они оба слесаря, механики, там один электрик, один там механик получается. А я говорю, ну подойдите там на фирму, спросите, вам надо слесаря? Подошли, спросили, там зарплата в разнице где-то 800 евро. Они говорят, нет, спасибо, что посоветовал, пошли, узнали. И остались слесарями. Потому что их это устраивает, и их это хобби, понимаешь, крутить гайки. Все, им это нравится. И там тоже 3 дня работаешь, 3 дня дома, это нормально. У меня знакомый, я тебе рассказывал, тоже пошел в польский парк, работать с слесарем, говорит, нахрен мне это самое, я 3 дня отдыхаю. Ну, каждый, да. Каждому свое, короче. Реально очень тяжело будет, ребята. Я всем могу сказать сразу, что очень тяжело. Да, это насчет не вот так, это... что захотел, поспал, захотел, не поспал. Здесь есть время, есть четкий график, есть все. И ты со шкуры вылазишь, ты должен успеть. Да, вот насчет этого тоже хотел, чтобы ты говорил. Просто не знаю, насколько, короче, трудно и насколько легко эта работа. Здесь не так, что ты думаешь, сел, поехал, а вот озеро, горы, я все, остановлюсь здесь, погуляю. Не, нифига. Здесь будешь работать, будешь вырабатывать свое время, все будешь доезжать так, как сказано будет. Здесь не можешь ты стоять. Даже другой раз, когда вот пусть Фарух скажет, в туалет не можешь нормально сбегать, потому что надо ехать, и у тебя время зажимает так, что ты не можешь остановиться нигде, постоять этих 10 минут.
Да, а вот насчет где-то нарушил, короче, где-то камера проезжал, где-то там... Но это лучше, это не дома. Здесь лучше не нарушать, потому что здесь может камера так обойтись, что или вот это без ремня ехать, или там музыку, телефоны в руках. Это очень дорого может обойтись так, что зарплаты не хватит потом заплатить, да, там. Да, но это просто, чтобы кто не знает, чтобы знал, да, за свой карман, короче, будешь Конечно, платить. за свой, а кто тебе? Фирма скажет, да, это сам скажет, зачем ты мне такой хороший надо, что ты же едешь, смотришь на знаки, смотри на знаки, читай хорошо, внимательно все. Это не дома, я еще раз говорю, я тоже когда приехал в Европу, ну там, начинал сюда ездить еще с дому на Европу машиной, то это не так, когда у нас знак 50, ты можешь там 90 проехать. Здесь 50, ты едешь 49. 51 ты уже заплатишь денег очень много. Все, вот тебе весь сказ, я не знаю. Да. Дальше думайте сами, кому как интересно. Да, я тоже просто думал, что там где-то нарушил, где-то там камера проехала. Даже про это не думал. Я думал, что все фирма заплатит это все. Оказывается, это все сам за свой счет, за свой карман. Просто все надо... Логично подумать, был бы ты хозяином, да, там было бы у тебя 10 машин там, или 15. Ты отправил в рейс, и каждых этих 10 водителей тебе привозят там с каденции по 100 евро штрафа. Это 1000. Тебе хочется со своего кармана. Да лучше они пусть сами по 100 евро все платят, правильно, чем ты Да. эту 1000 будешь платить. Ну вот и все этим сказано, что. инам хебачо дар амони алло ягон саволо боша агар бинависен дар комментария ами мардак 11 солши дар ами фирмаи гиртека кор мекунад қариб 18 солши дар ами дирни фурай корш ягон чӣ саволо бошад тен